Прекрасная мелодия, не правда ли? Этой красивой музыке более 40 лет, но она не стареет, а продолжает трогать струны души любого, кто ее услышит. И неудивительно, ведь это не просто музыка, а настоящий шедевр, искусство, не поддающееся времени и моде. Ее автор – Аднан Шахбулатов, выдающийся композитор, чье имя с недавнего времени носит Государственная филармония Чеченской Республики. Заниматься творчеством, как известно, непросто. Сочинять, создавать произведения искусства было трудно и сложно во все времена. В наши дни, в особенности, это трудно. В наши дни это трудно, потому что само время, в котором живет художник, в котором живем все мы, сложно и противоречиво. Художник не может жить изолированно от всего того, что происходит в мире. Все это проходит, естественно, через его сердце. Только так могут и только так создаются музыкальные произведения. Это последнее интервью Шахбулатова. Оно с диска, выпущенного его братом Лёмой Шахбулатовым к 70-летию композитора. Он же организовал в Москве в здании Международного дома музыки юбилейный вечер памяти Аднана, на котором и демонстрировалось интервью. Тогда, 3 года назад, там собрались многочисленные поклонники творчества Шахбулатова, чеченская диаспора, гости из Грозного, представители российской музыкальной элиты. Они пришли, чтобы почтить память чеченского Шопена, как Аднана называют современники. Аднан Шахбулатов – золото земли, один из самых замечательных музыкантов, который когда-либо рождала земля. Каждая нота, каждый звук, каждая строчка пропитана жизнью, болью, радостью, страданиями чечено-ингушского народа. Там наши горные камни, там снега, там ветра, там судьба наша, там все бои. Это музыка высокого качества. Да, нас все считают, что мы храбрые, мужественные народы, но Аднан показал, что у нашего народа есть высочайший художественный вкус, высочайший интеллект, эдика. Это многого стоит. Когда играют его музыки с рядом выдающимися представителями мировой культуры, Шуберт, Шопен, Бетховен, музыка, ничуть она по сути своей глубинной, никому она не уступает. Музыку, которую Аднан написал, особенно ее понимают люди искусства. Поэтому он по праву взошел на Олимп самой высокой музыкальной культуры мира. Я никогда не знал, кто такой Аднан Шахбулатов, не был знаком. Я получил ноты, когда я узрел в этих нотах звуки народа, я понял, что это почвенное, что это самое дорогое. Именно он и есть чеченский ингушский народ в этих звуках. За большой вклад в развитие национального музыкального искусства Чеченской Республики наградить медалью за заслуги перед Чеченской Республикой посмертно Шахбулатова Аднана Макаевича, композитора Чеченской Республики. Указ подписан 15 октября 2007 года за номером 381. Президент Чеченской Республики Рамзан Ахматович Кадыров. Я думаю, истина, она всегда важна. И правильная оценка творческой деятельности, в которой нуждается каждый творческий человек, и для которого это является главной мерой, никогда не поздно. Конечно, это было бы намного приятнее, если это было бы сделано при жизни великого Шахбулатова. Но, как говорится, мы отдаем дань творчеству этого человека и делаем возможное все для этого. Это приветственный адрес участникам и организаторам данного мероприятия президента Чеченской Республики я вам также вручаю. Здесь в папке находится распоряжение администрации города Грозного в целях увековечения памяти великого Аднана Шахбулатова в школе искусств номер 1 республиканской присвоено почетное имя
великого чеченского композитора Аднана Макаевича Шахбулатова. Я вас пригласил для такой светлой, прекрасной миссии, чтобы передать Айшат для всех школ эстетического воспитания и города Грозного, и Чеченской Республики, для музыкальных школ, школ искусств. Вот те долгожданные наши сборники произведений Аднана Шахбулатова, нашего такого яркого композитора, на произведениях которого мы все вместе с вами выросли. До сих пор они любимые, всенародные произведения. Это два сборника переизданных песни и романсы. 81 год Аднана Шахбулатова. Затем из чечено-ингушской народной поэзии 79 год переизданный сборник материалов, нотных материалов, песен. Шахбулатов – это гордость нашей нации. И тем более мы горды, что наша школа называется именем Шахбулатова. Дети его так очень любят, его музыку, произведения. Мы даже в школе каждую осень делаем вечер, посвященный ему. Я думаю, что дети обрадуются этим книгам, этим нотам. Да я сама счастлива, что наконец так появились ноты, что-то стоит чеченская фамилия, что это вот живет, здравствует. Это, она до сих пор, его музыка, его мелодия востребованы. Говорят, что чем больше Всевышний любит человека, тем больше испытаний в этой жизни он ему посылает. Если это правда, то нашего героя бесспорно можно назвать любимцем неба. Из 54 лет, отведенных ему Богом на земле, последние 19 он был прикован к постели. Почти 2 десятилетия парализованный Шахбулатов лишь в небольшом квадрате своего окна наблюдал смену времен года, дней, солнца, луны. Несмотря на свое заточение, композитор был живее всех живых и здоровых. Тяжелейшая авария, которая произошла 29 октября 1973 года и навсегда лишила его возможности двигаться, не смогла сломить его сильный дух, его любовь к жизни и к людям. Даже будучи тяжело больным, он сделал для нашего народа так много, сколько удается единицам, Божьим избранникам, кому свыше предназначена особая миссия. Слабые личности не выдерживают испытаний, а сильные духом становятся еще лучше. Вот и страшная трагедия сделала Шахбулатова добрее, терпимее, глубже, одухотвореннее. Она максимально обострила его чувства, чтобы Аднан смог во всем богатстве полифонии увидеть окружающий мир и показать его истинную красоту и ценность людям, которые в спешке забывают о том, как эта жизнь прекрасна в ее любых проявлениях. Есть категория людей, которым меняется в худшую сторону характера. А тут Аднан, наоборот, стал еще добрее, мудрее. Он согласился со своей судьбой. Аднан Шахбулатов – первый председатель Союза композиторов Чечено-Ингушской АССР, основоположник эстрадной и классической национальной музыки. Он автор более 800 музыкальных произведений, среди которых сюиты, пьесы, сонаты, романсы, сонатины, кантаты и эстрадные песни. В его биографии есть удивительный факт. В Грозненском музыкальном училище специально под него было открыто композиторское отделение. Настолько его дар был очевиден руководству Министерства культуры нашей республики. После окончания училища Аднан поехал поступать в Москву, где стал студентом престижного вуза Государственного музыкального пединститута имени Гнесиных. С одной стороны, он представлял свою солнечную, так сказать, республику, Чечню, Чечено-Ингушетию тогда. А с другой стороны, он был абсолютно современным таким интернациональным человеком. Очень талантливым музыкантом. И, наверное, он бы еще много мог написать музыки хорошие. Я рад, что его помнят. Я благодарю и брата, и жену, и всех тех, кто помнит Аднана Шахбулатова, и то, что пропагандирует его произведения, и то, что вспоминает его на сцене, это замечательно. Я
поддерживаю это всем сердцем и душой. Adnan'ın şiirine hasıya çıkalçanak terduyer. Yer eşer yok. Nohçı çözsen sirla siyede. Suayta ve nohçı muzikalen искусству doğdu yer illi. Это был мастер высокого ранга, величайший композитор XX века. Имея такого сына, чеченский народ должен носить его на руках. Он не замыкался на одной песне. У него были вокальные циклы. Он писал камерную музыку. У него также была инструментальная музыка, романсы и разнохарактерные были. У него песни, была и лирическая песня. Зайнаб Шахбулатова – верная спутница великого композитора, которая была с ним до конца его дней. Будучи еще совсем молодой девушкой, по радио она услышала музыку Аднана, и та произвела на нее неизгладимое впечатление. Однажды, увидев автора понравившейся ей композиции в телевизионной передаче, она произнесла: «Какая счастливая мать у этого человека, ведь она вырастила такого талантливого сына». Тогда она и подумать не могла, что пройдет совсем немного времени, и она познакомится с этим композитором лично. Более того, что на 4-й день после знакомства Аднан предложит ей выйти за него замуж. Безоблачная жизнь, правда, была всего 2 года. Страшная авария в октябре 1973 года сделала из здорового, энергичного молодого человека инвалида. У мамы она очень строго соблюдала чеченские нравы, вот это семейные традиции. И всегда она не то, что она словесно подчеркивала, а своим поведением она всегда держала положенную дистанцию войнахской женщины с зятем. И Аднан, когда попал в аварию и приехала туда, я сначала удивилась, думаю, к зятю проведать пришла моя мама. Для меня это было удивлением. И я от радости, у меня из глаз потекли слезы. Она меня отвела в сторону и говорит: никогда не смей плакать. И если я где-то что-то узнаю, что ты за ним плохо смотрела, я тебя, как мать, никогда не прощу. В одной из публикаций Руслан Хакишев сказал: «Аднан был лучшим из нас. Его глубинные знания в литературе, истории, искусстве, музыке поражали самых образованных людей. Причем у него был не просто огромный багаж знаний, а свое особое видение и восприятие художественного произведения явлений жизни. Еще при жизни о нем говорили, он опережает эпоху. Несмотря на то, что Аднан был прикован к постели, дом Шахбулатовых всегда был полон гостей. Каждого из них тут встречали очень радушно. На вопрос, как Зайнаб удавалось совмещать работу на телевидении с уходом за больным мужем и ролью образцовой жены, она ответила:
в этом заслуга только Аднана. Только Аднана. И никакой моей заслуги в этом нет. Потому что я о таких героях, ну вот мы в детстве восхищались Островским Николаем. Вот. В жизни своей, вот в жизни такого я не встречала. Вот это его мужество, его любовь к жизни, его любовь к своим родным и близким, любовь к друзьям, уметь дружить, уметь общаться, уметь вокруг себя собирать людей. Вот, видимо, это все на меня сказывалось. И я тебе должна сказать, в сутки иногда даже по 3 и по 2 часа я спала. И никогда мне не хотелось ни спать, ни отдыхать. Я не знала, что такое усталость. И все это было благодаря вот характеру Аднана. Даже из меня он сделал мужественную женщину. Зайнаб по достоинству называют героиней, так как всю жизнь она без ропота принимала все испытания, выпавшие на ее долю. Не случайно интеллектуальный центр Чеченской Республики сделал ее лауреатом престижной премии «Серебряная сова». Такое редко случается, но Аднан и Зайнаб были 2 половинки одного целого. Вот почему она чувствовала себя счастливой, несмотря на большие трудности. И мы были с ним абсолютно счастливы. Я об этом говорила, и он как-то мне говорил: знаешь, какие мы счастливые с тобой люди. Потому что, говорит, вот судьба, вот такое произошло с нами. А видишь, говорит, ты, говорит, достойно несешь свой крест. А я стараюсь быть тоже достойным тебя. Слава Аднана Шахбулатова гремела далеко за пределами нашей республики. По словам многих знатоков музыки, если бы не болезнь, то он обязательно вышел и на мировой уровень. В Советском Союзе его творения в концертных программах ставили в один ряд с произведениями Шопена, Шуберта, Моцарта. На его музыку исполняли песни известные артисты нашей страны: Иосиф Кобзон, Мовсар Минцаев, Людмила Сенчина, Мавлади Буркаев, Нина Григоренко и многие-многие другие. У доброго, искреннего, общительного и интересного Шахбулатова всегда было много друзей. Один из них – Анатолий Семенович Батхин, дирижер Ленинградского эстрадно-симфонического оркестра, который, услышав мелодии Шахбулатова, прислал композитору письмо с просьбой разрешить его коллективу исполнять музыку Аднана. А однажды, когда Батхин со своим оркестром был на гастролях в Краснодаре, он решил приехать в Грозный и лично познакомиться с человеком, чью музыку они играли на всех своих концертах. Вдруг звонок в дверь. Я открываю, стоит незнакомый мужчина. Он говорит: а я брат Аднана. Я говорю: ну заходите тогда. Вот зашел, а для вас, а вы Зоя? Я говорю: да, я Зоя. А для вас я Анатолий Семенович Батхин. Я, конечно, обнялась с ним это. И вот так они подружились. А потом на его 50-летие с этим оркестром, представь себе, 100 с лишним человек приехал в Грозный, отыграл его концерт. Я ему так благодарна. И когда он умирал, у него была онкология, он мне позвонил и говорит: Зоенька, отойди, говорит, подальше от моего брата. А у нас длинный был шнур. Я пошла в ту комнату, в кладовку. Он говорит: Зоенька, я умираю. Может быть, даже и сегодня я умру. И говорит: через час я перезвоню Аднану. Я подключу все свои оставшиеся внутренние ресурсы не для того, чтобы попрощаться, а чтобы вдоволь с ним наговориться. И я, значит, он перезвонил, Аднан с ним долго говорил, и в 6 часов вечера он умер. О прямолинейности и принципиальности Аднана Шахбулатова ходили легенды. Он никогда не кривил душой. Это могло нравиться или не нравиться, но своим принципам маэстро не изменял. Однажды Аднану позвонил один из эстрадных композиторов и попросил прослушать и оценить его произведение. Я, говорит, написал музыку, песню. Хочу, Аднан, чтобы ты оценил. Вот. Он говорит: приходи. Он приносит ноты. И когда он ушел, а я говорю:
дай Бог про себя, чтобы это была самая великая музыка, которая была написана каким-либо человеком, музыкантом. И Аднан просматривал, но я чувствую, что что-то там ему не нравится. Я говорю: Аднан, не говори ему только, что тебе не нравится. А он мне говорит: а ты не говори так, потому что я не имею права говорить неправду. Музыка пишется навсегда, картины пишутся навсегда, книги пишутся навсегда, говорит. И где-то слукавить, но не имеет права творческий человек лукавить, говорит. Это я могу там, говорит, если где-то там пища мне не понравилась, сказать: да, это очень вкусно. А это то, что остается навсегда, и поэтому я не имею права лукавить. Брат Аднана Лёма Шахбулатов, известный журналист и бизнесмен, написал книгу о композиторе под трогательным названием «Шрамы на клавишах». Как оказалось, пианино Аднана, которому обязано своим рождением многие шедевры известного композитора, во время войны было изуродовано вандалами. Так и появилось это название. Я его двигала, он же садиться не мог, последние годы он вообще не садился. И когда он говорил: так хочется немножко пальцы по пианино провести, я тогда это пианино выкатывала на его сторону, и вот он одной рукой, значит, по клавишам играл и что-то сочинял. И, наверное, я никогда не думала, что такое может произойти. Это пианино настраивалось, знаешь, когда? Представь, вот какой это должен быть звучный инструмент, чтобы вот через столько лет он звучал. Оно звучало вот так. Ага. В 1987 году последний раз его настраивали. Смотри, какие звуки. Жаль, что я не умею. Наш герой – уникальная личность, чья судьба несет в себе убедительный ответ на известный вопрос молодежи – делать жизнь с кого? Поэтому очень важно, чтобы благодарная память об этом легендарном человеке жила в народе, передаваясь из поколения в поколение. Хорошо, что есть у нас музыкальная школа имени этого выдающегося человека, и филармония теперь носит его гордое имя. Но не реализовалась до сих пор общественная инициатива, с которой выступили деятели культуры после смерти композитора летом 1992 года, назвать в честь Шахбулатова одну из улиц Грозного, которую он так любил, и посвятил ему бессмертную мелодию.